направо. Равнение направо. Шагом. Марш! По традиции торжественное прохождение открывает рота барабанщиков в составе 64 лучших воспитанников Казанского Суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации. Возглавляет роту народный артист Республики Татарстан майор Владимир Ионов. Мимо трибун проходит знаменная группа с государственным флагом Российской Федерации, флагом Республики Татарстан, знаменем Победы и штандартами фронтов Великой Отечественной войны. Идут военнослужащие Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища в форме военных лет. В годы войны наши стрелковые части были основной силой в борьбе с фашистским захватчиком. Коробку возглавляет командир роты майор Алексей Кириллов. Проходит расчет военнослужащих в форме героев-танкистов образца 1941 года. Танковые подразделения в годы войны выполняли задачи любой сложности, являясь главной ударной силой и неотъемлемой частью ключевых операций. Коробку возглавляет командир роты капитан Андрей Степанов. На площади расчет офицеров Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. Указом президента Российской Федерации за заслуги в обеспечении безопасности государства, в укреплении его обороноспособности и подготовке квалифицированных военных кадров в 2019 году училище награждено орденом Жукова. Расчет отдельного отряда специального назначения Приволжского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. Военнослужащие участвуют в разоружении и ликвидации незаконных вооруженных формирований. Строем идут сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, пожарные, спасатели, военнослужащие, те, кто круглосуточно выполняет боевые задачи по защите населения и территории Республики Татарстан от пожаров и чрезвычайных ситуаций. Торжественным маршем проходят сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан. Офицеры уголовно-исполнительной системы вносят весомый вклад в дело обеспечения законности и правопорядка республики. На праздничном марше работники прокуратуры Республики Татарстан, личный состав надзорного ведомства принимает участие в торжественном прохождении впервые. В торжественном прохождении принимают участие должностные лица татарстанской таможни, Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы. На марше сводная рота парадного расчета военного учебного центра Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева. Сводная рота курсантов военного учебного центра Казанского национального исследовательского технологического университета имени Кирова, который более 85 лет готовит офицеров запаса для вооруженных сил Российской Федерации. Стройными рядами проходят представители юнармейского движения Республики Татарстан, расчет учеников Раивского профессионального училища. Руководит движением генерал-майор Бородин. На площади участники боевых действий в Афганистане и других локальных конфликтов.
На площадь входит колонна боевой техники, как времен Великой Отечественной войны, так и современной. Колонну возглавляет подполковник Владислав Маршалков Евгением Алексеевым. Мимо трибун проходит легендарная «Катюша», наводившая ужас на гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны. 37-миллиметровая автоматическая зенитная пушка АЗП-39 использовалась для борьбы с авиацией и как противотанковое орудие. Мотоциклы МВ-650 придавались танковым подразделениям, служили для перемещения и выполнения диверсионно-разведывательных задач. Проходит колонна современных БТР-82АМ, БТР-70М, БТР-80, ставших надежной опорой мотострелков в любых условиях боя. Боевые машины являются простым, дешевым и быстрым средством доставки десанта, способны нанести огонь при необходимости. Ремонтно-эвакуационная машина РЭМКЛ предназначена для ремонта и эвакуации колесных машин УАЗ, КАМАЗ, МАЗ. Четким строевым шагом замыкают торжественное прохождение войск Казанского гарнизона линейной роты почетного караула Казанского высшего танкового командного ордена Жукова краснознаменного училища. На площадь выезжает колонна исторических автомобилей авто-ретро-клуба 21, объединяющие любителей авто-мото-ретро-техники уже на протяжении 14 лет. За эти годы клуб обрел известность не только в Татарстане, но и за его пределами. Ежегодно клуб организует парады исторической техники, экспозиции раритетных автомобилей и Казанский международный фестиваль исторической техники. На площади сводный военный оркестр Казанского гарнизона. В составе оркестр Казанского Суворовского училища, дирижер, народный артист Республики Татарстан майор Владимир Ионов, оркестр Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, дирижер, народный артист Республики Татарстан, подполковник полиции Марат Кадыров, оркестр управления Росгвардии по Республике Татарстан, заслуженный артист Республики Татарстан, дирижер майор Вадим Кравчук, оркестр Казанского высшего танкового командного ордена Жукова краснознаменного училища, дирижер майор Андрей Маслов, руководитель сводного военного оркестра гарнизона, народный артист Республики Татарстан, подполковник Ян Орехов. Легендарную песню, ставшую настоящим гимном Дня Победы, исполняют заслуженные артисты Республики Татарстан Рустам Асаев и Роман Плеханов.
День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы, порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дорогие казанцы и гости нашего города, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны. В этом году вся страна, все человечество отмечает поистине всенародный праздник – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Быйыл бүтін ил шын мағынасында халық бәйрәмен, Бүйік Ватан соғышында жеңуінің 75 жылдығын белгіләп үтә. Низкий поклон всем тем, кто защищал нас, кто подарил нам светлое небо над головой, подарил нам эту победу. Год 2020, год вдвойне юбилейный для нашей республики. Год столетия Татарской ССР. К праздничным поздравлениям присоединяются заслуженный артист Республики Татарстан Айдар Сулейманов и хор государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Синминем Татарстаным, ал булып атар бер таңым, намусым, вежданым, таным, сөйкілі республикам, намусым, вежданым, таным, сөйкілі республикам. Талынар мул, күңелләр хуш, балыкларым тату һәм дус, йөрәкләрдә бер изге
широкие просторы полей. Всем народам мы славим тебя, твой столетний юбилей. Всем народам мы славим тебя, твой столетний юбилей. Дружба сильна наша земля, каждому ты дом и семья. Звонкою песней славим тебя, ты моя республика. Мен яшә Татарстаным, иң булсын жырга зурланып, батырлар тусыннар тагын, изәргә тарихыңны. Батырлар тусыннар тагын, изәргә тарихыңны. Табыннар мул, күңелләр хуш, балыкларың тату һәм дус, йөрәкләрдә бер изге хис, сөекле республика. Дружбой сильна наша земля, каждому ты дом и семья. Звонкою песней славит тебя, ты моя республика. Табыннар мул, күңелләр хуш, балыкларың тату һәм дус, йөрәкләрдә бер изге хис, сөекле республика. Сөекле республика. Дорогие ветераны, уважаемые татарстанцы, мы еще раз поздравляем вас с великим праздником. Барыгызны да ихлас күңелдән зур бәйрәм белән тәбриклибез. 75 лет назад наши деды и прадеды, разгромив фашизм, возвратили мир нашей родине и подарили свободу другим народам. Песни войны, они сегодня звучат проникновенно и трогательно, заставляя сердце сжиматься от боли за всех, кто не вернулся, и восхищение воинами-победителями. На сцене вокальное трио «Версия». Завершилось торжественное прохождение войск Казанского гарнизона, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но не завершается праздничная программа на нашем телеканале и здесь, на площади Свободы. Мөхтәрәм тамашачылар, сез Казан гарнизоны гаскәрләренең Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 елгына багышланган тантаналы йөрешеннән турыдан-туры трансляция һәм бәйрәм программасы карыйсыз. Ләкин безнең каналда бәйрәм тапшырулары әле төгәлләнми. Берничә минуттан ТНВ Татарстан телеканалында без моннан төп түгел 75 ел элек Мәскәүнең Кызыл мәйданында данлыклы тарихи җиңү парадының нинди шартларында узганын күрәчәкбез. Һәм хәзерге минутларда Татарстанның президенты Рөстәм Миңнеханов Казанның Ирек мәйданында урнаштырылган хәрби техника янына юл тота. Сейчас президент Татарстана направляется к современным образцам военной техники. Здесь установлен модернизированный танк Т-72Б3 с двигателем мощностью 1130 лошадиных сил, что почти на 300 лошадей больше, чем у предшественника. Впервые эти танки были показаны на военном параде на Красной площади в Москве в ознаменовании 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Биредә үк яңартылган Т-72Б3 танкы куелган. Аның моторы 1130 ат көченә тең. Бу аның элгәре булган танкыннан 300 ат көченә күбрәк диярлек. Мондый танклар беренче мәртәбә Мәскәүнең Кызыл мәйданында 1941-1945 елгы Бөек Ватан сугышында
жеңүнең 72 еллыгына багышланган парад вакытында күрсәтелгән иде. Еще один выставленный здесь танк Т-80. Это боевая машина. Основной танк, производившийся в СССР и на Украине. Первый в мире танк со встроенной противоснарядной динамической защитой. Биредә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан үткәрелгән Казан гарнизоны гаскәрләре йөрешендә катнашкан парад расчетлары җитәкчеләренә истәлекле бүләкләр тапшыра. Сейчас президент Татарстана Рустам Миңнеханов вручает памятные подарки руководителям парадных расчетов, принимавших участие в сегодняшнем торжественном прохождении войск Казанского гарнизона, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первый раз, да? Так точно. Да. Прокуратура. Шулай ук биредә күргәзмәгә куелган тагын бер танк Т-80. Бу хәрби техника СССРның һәм Украинада җитештерелгән төп танк. Снарядларга каршы динамик саклау җайланмасы белән тәэмин ителгән дөньядагы беренче танк. СССР, аннан соң Россия армиясендә ул 1976 елдан бирле гамәлдә. Основной боевой российский танк Т-90 «Владимир». Сильно бронированной цели на дальности до 5 километров. Танк Т-90 поражает сходу на скорости до 30 километров в час с большой вероятностью попадания первым выстрелом. Шулай күргәзмәдә танклар арасында төп сугышчан танк Т-90 «Владимир» да бар. 5 чакрымдагы ныклы бронялы техниканы Т-90 танкы сәгатенә 30 чакрым тизлек белән барышка беренче атудан ук йөгетә ала. На площади можно увидеть БМП-3, советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, которая предназначена для транспортировки личного состава к месту боя, для повышения его мобильности, вооруженности и защищенности в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою. Широкой публике БМП-3 впервые была продемонстрирована на параде 9 мая 1990 года. Әйе, шулай күргәзмәдә БМП-3 Совет һәм Россия армиясының бронялы, чылбырлы машинасы да бар. Ул солдатларына сугыш бара торган урынга илтү, аларның мобильлеген арттыру, атом төш коралы кулланганда тәкъдирдә һәм танклар катнашындагы бәрелешләрдә аларның коралланышын иминлеген тәэмин итә. Киң катлам халыкка БМП-3 беренче мәртәбә 1990 елның 9 май парадында тәкъдим ителгән. Еще одна боевая машина пехоты, выставленная здесь, на площади Свободы в Казани, это БМП-2. Ее приняли на вооружение в 1980 году, а впервые широкой публике продемонстрировали в Москве на параде на Красной площади 7 ноября 1982 года. Казан Эрик мәйданында күрсәтелгән яңа бер хәрби пехота ул БМП-2. Аны Советлар Союзының кораллы көчләренә 1980 елда кабул итәләр. Киң күләмдә ул халыкка 1982 елның 7 ноябрь парадында Кызыл мәйданында күрсәтелгән. Р-149 МАЗ с навигационной аппаратурой «Азимут» и средствами связи и автоматизации можно также увидеть на площади 40 на нашей площадке. Шулай ук яңа гына сезнең телеканалларда күргәнегезчә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышланган парадта үткәрелгән гаскәр гарнизон җитәкчеләренә бүләкләр тапшырды һәм күргәнегезчә бәйрәм концерт программасы дәвам итә. Уважаемые телезрители, праздничную программу на телеканале ТНВ Татарстан продолжает фильм о том, как проходил парад Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. ТНВ Планета каналында сугыш чоры җырлары концертын карагыз.